40 погибших и 600 пострадавших. Такова статистика ДТП на дорогах республики с начала этого года. Каковы же основные причины аварии? О ситуации на дорогах расскажет наш корреспондент Сусанна Рожина. Всю республику потрясло крупное ДТП, которое произошло утром 15 июля на 138-м километре федеральной трассы Вилюй. В результате лобового столкновения микроавтобуса Toyota Hiace и грузового автомобиля Mitsubishi Canter погибли 3 человека. Водитель грузового автомобиля и 2 пассажира микроавтобуса. 5 человек получили различные ранения. Установлено, что водитель Hiace выехал на высокой скорости на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем. При этом он сам остался жив, и сейчас следственные органы устанавливают причины произошедшего. Известно, что водитель Toyota Hiace вез пассажиров из Якутска в Вилюйск. При этом он сам остался жив, и его выбросило из машины. Еще одно крупное ДТП, и тоже на федеральной трассе Лена, произошло в Алданском районе. Тогда погибли 2 человека. Причина та же – превышение скоростного режима. По ДТП от 15 июля на территории Горного района в настоящее время следственными органами проводится проверка. Назначено проведение, в том числе автотехнической экспертизы, которая установит все причины и обстоятельства совершения данного ДТП. Однако уже сейчас можно сказать с уверенностью, что одной из причин являлось несоблюдение скоростного режима. Как мы видим, основными причинами ДТП на федеральных трассах является превышение скорости и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Также, согласно статистике ГИБДД, с прошлого года у нас отмечается снижение показателей общей аварийности на дорогах. Вот, допустим, если в 2018 году у нас было совершено 543 ДТП, то в этом году 450. При этом погибло в прошлом году 59 человек, в этом году 41 человек. А ранения получили 716 в 2018 году и 611 человек в этом году. И более 3000 человек уже с начала этого года были задержаны в состоянии алкогольного опьянения. Это на 200 человек больше, чем в прошлом году. Поэтому сейчас все сотрудники ГИБДД переведены на усиленный режим работы для борьбы с пьяными водителями и регулированием ситуации на дорогах. А если говорить о аварийности на дорогах местного и регионального значения, то основными причинами является, конечно же, плохая видимость, поэтому на этих участках ведется работа по обеспыливанию. О том, какие методы еще могут снизить количество ДТП, мы поинтересовались у населения. Мне кажется, сделать поменьше сплошных, везде сплошные дороги, все перекрыли, там никаких поворотов нету, и это все как-то затупляет все движение. Ремонтировать нужно. Качественно надо строить дороги, чтобы были дороги приличные. Но надо соблюдать правила дорожного движения. Двойные сплошные надо точно убрать. Очень мешаются. Сейчас более-менее так, по сравнению, допустим, 10 лет назад и так далее, вот более люди там, культурнее стали на дорогах. Да. Впрочем, как мы видим, все-таки культуры понимания того, что пьяными садиться за руль нельзя, этого еще у нас не хватает. Поэтому люди продолжают нарушать закон. А как мы знаем, ПДД у нас написано кровью. И за каждой сухой статистической цифрой человеческая жизнь и трагедии семей. Как мы видим сейчас на графике, ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, также снижается. Если в прошлом году было 68 водителей, в этом году 47. При этом погибло 18 человек. В этом году, слава богу, пока 11. При этом ранения получили 98 человек и 64 человека получили ранения уже в этом году. Такова ситуация на дорогах сегодня.